все, можете начинать. Мгм. Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами будем говорить о том, каким образом выстраивать половое просвещение детей, выстраивать систему взаимодействия специалистов для того, чтобы каждый со своей стороны, при этом выполняя свою задачу, да, и работа осуществлялась в команде с единым подходом. Да, поэтому я буду говорить о том, каким образом лучше это сделать. Вы со своей стороны можете задавать вопросы о практических ситуациях, с которыми вы ежедневно можете сталкиваться. Вот. Эта тема такая довольно табуированная, и мы об этом немножечко еще поговорим, и она вызывает достаточно большой интерес специалистов. И я объясню, почему трудно иногда бывает говорить на эти темы, вопросы полового просвещения, вопросы сексуальности во взаимодействии с подростками особенно, да, могут вызывать трудности у воспитателей, которые с ними взаимодействуют, у педагогов в частности и так далее. Вы можете написать, видно ли, слышно ли меня, да, для того, чтобы мы начали. К сожалению, по техническим причинам мы не могли начать в 13:00, ну вот и сейчас тоже мы с вами будем работать в такой системе, где картинка немножечко запаздывает, и поэтому вы меня слышите примерно секунд на 40 позже, и поэтому, задавая какие-то вопросы или получая обратную связь, вы должны понимать, что это не сразу отражается у меня, например, да, и поэтому наша взаимосвязь может запаздывать в целом. Вот. Добрый день еще раз, да, вот сейчас я вижу ваши комментарии. Добрый день, тогда мы можем начать. Хочу представиться. Все, хорошо, спасибо большое. Хочу представиться, меня зовут Татьяна Асташова, я психолог, клинический психолог, коуч, преподаватель психологии, член Ассоциации психологов и коучей ДМО подхода, сертифицированный сказкотерапевт. То есть я использую в своей деятельности, во взаимодействии с подростками, с родителями, в семейном консультировании полимодальный подход, опираясь на те знания и умения, которые уже сформированы к этому времени. Что такое половое воспитание? Да? Это воспитание, которое включает в себя физиологические, гендерные отличия. Ну, гендер – это про социальную специфику различия полов, да, мы говорим. Вот. А половые различия – это в большей степени именно про физиологические различия между девочками и мальчиками. Вот. Мы должны понимать, чем вызваны трудности воспитания, да, в частности, конечно, табуированностью этой темы в менталитете. А вот то, что она табуирована, оно и вызывает у нас страхи, тревоги, неумение грамотно подготовиться к разговору и не всегда понимание того, каким образом выстраивать профилактическую работу в этом направлении и можно ли вообще специалистам, например, педагогам, не имеющим профильного медицинского образования, говорить об этом. Да, вот сегодня немножечко это затронем. Вот. Что значит нормальное взросление? У всех подростков есть сексуальная жизнь. Если мы будем говорить о подростках, мы немножечко попозже поговорим о том, когда нужно начинать половое воспитание, какие возрастные различия в подходах нужно соблюдать. Вот. Но в целом мы должны понимать, что к подростковому возрасту сексуальная жизнь, да, реальная или фантазийная какая-то, у этого подростка уже есть. У него уже, безусловно, есть интерес к этой теме. У него есть вопросы по этой теме. И вот мы иногда своими ответами, да, запаздываем. Размышления о сексе, разнообразный сексуальный опыт, да, тот или иной, тоже нужно понимать, являются важной частью взросления. И это само по себе не страшно и уж тем более неплохо. Оно есть. Это нормальная часть нашей жизни, нормальная часть взрослой жизни. Но подготавливая ребенка ко взрослой жизни, да, мы не можем говорить ему об ответственном поведении во всех сферах и при этом не затрагивать ответственного поведения в сфере полового воспитания. То есть это такая же нормальная часть нашей жизни, и к этой нормальной части нашей жизни мы должны точно так же его готовить.
Конечно, любой опыт связан с риском. Лучший способ уменьшить риски сексуального взросления – это, конечно, правильное воспитание и своевременное половое просвещение, которое поможет избежать слишком ранней, а потому и нежелательной беременности, инфекций, передаваемых половым путем. Избегание или запреты в любом варианте, они всегда приводят к поиску информации в ненадежных источниках. Потому что если у ребенка интерес есть, и он не получает обратной адекватной связи от взрослого, то этот интерес же никуда не девается. Более того, он может увеличиваться за счет того, что взрослые систематически разговоры на эту тему избегают. Вот это избегание, табуирование, оно как раз и вызывает повышенный интерес к этой теме. Вот. Поэтому молчание взрослых вредно. Это однозначно. То есть если мы будем замалчивать и избегать, то мы нанесем вред. Подросток найдет информацию, хотим мы того или не хотим, да, он найдет информацию. И есть у него возможность выйти в интернет, он найдет ее в интернете и будет искать в интернете. И у меня много родителей, которые обращаются на консультации по поводу взаимодействия с подростком 10-11 лет, который без ведома взрослого, например, ищет там картинки про порно в интернете и так далее. И это в достаточно благополучных семьях. Вот, поэтому, если он не получит ответов от нас и не получит информации от нас, он пойдет эту информацию искать туда, где она доступна. А доступно это не всегда про качество, и скорее наоборот, да, от слова совсем некачественно. Какую обратную связь он может получить из интернета, да, вы понимаете. Поэтому он обратится туда. Или, конечно, он обращается к сверстникам. Если у него есть круг сверстников, которым он доверяет, тогда он обратится с вопросами к ним. Или же, например, много очень шуток некрасивых, как некрасивых, да, таких довольно вульгарных, довольно агрессивных, касаемо вот этой части жизни, да, сексуальной, есть в среде подростков. Это же про то, что тема для них очень интересна, но адекватно задать вопрос, например, да, они не могут. И вот между собой они по поводу этой темы шутят. Вот. Но часть информации будет воспринята ими как шутка, а часть информации, поскольку другой информации надежной нет, да, будет использована ими как опыт. Что получается в результате? В результате получается достаточно искаженные представления о сексуальности, искаженные представления о взаимоотношениях мужчины и женщины. И вот если у подростка уже сформировано много искаженных представлений о роли мужчины и женщины, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, то потом наше взаимодействие с ними будет затруднено, потому что потом это будет похоже на то, что мы их переубеждаем, а переучивать всегда труднее, чем научить с первого раза. И, конечно, наличие значимого асоциального примера, к сожалению, таких детей много, у которых уже есть асоциальный пример значимых взрослых в отношениях между мужчиной и женщиной, в сексуальном поведении, конечно, могут привести к сексуальным перверсиям, или искажениям в поведении сексуальном. Когда нужно начинать половое воспитание? Если говорить о половом воспитании как о широком воспитании поведения мужчины или женщины в дальнейшем, то мы его начинаем, естественно, с рождения. Да? То есть с самых первых дней ребенок взаимодействия с мужчиной или с женщиной, он видит разницу. Он видит, каким образом взаимодействуют мужчины и женщины в обществе. То есть вот с самого рождения начинается половое воспитание ребенка. И поэтому нам нужно обращать внимание на то, что он видит. Какой пример взаимоотношений между мужчинами и женщинами он видит. Добрый день. Да, как он слышит, да, что он слышит о мужчинах, что он слышит о женщинах. Да? То есть мы начинаем говорить с ребенком с первых дней его жизни об этом. Да? Ребенок усваивает информацию об отношениях полов на примере значимых взрослых. Ребенок, воспитывающийся в семье, берет пример взаимоотношения полов с папой и с мамой. Да? Либо, если не полная семья, да, то он
учитывает мнение значимого взрослого в противоположном поле, но и получает какую-то информацию о взаимодействии с другими представителями того или иного пола. С рождения закладываются нравственные ценности личности, модели поведения, которые ребенок усваивает бессознательно и не критично абсолютно. Отношение к своему телу воспитывается с самого рождения. И телесные границы – это первый уровень границ человека. Воспитание телесных границ начинается именно с рождения. Это то, как ребенок относится к своему телу, это то, что он позволяет в отношении своего тела. И вот эти вот безобидные, как некоторые родители говорят, вот безобидный шлепок, да, который даже полезен, это первый способ нарушить телесные границы ребенка. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной – это то, что усваивается с рождения. Ну и постепенно, да, возникает понимание, осознание своей половой принадлежности. Каким образом это происходит? Здесь я выделила особое значение. Нужно определять двум возрастным периодам в развитии ребенка. Это возраст дошкольника, старшего дошкольника в том числе, от 3 до 6 лет, если мы возьмем классификацию психодинамического подхода, вот, и возраст подростка. Да? Что происходит в 3-6 лет? Да? Происходит первичная полуролевая идентификация, когда ребенок начинает испытывать интерес к своему телу, да? Он начинает в дошкольном возрасте испытывать интерес к телу там, сверстника. Впервые дети дошкольного возраста замечают разницу между мальчиками и девочками, задают вопросы, почему у мальчиков там что-то есть, а у девочек, например, нет. И это все может вызывать трудности у взрослого в выборе того ответа, который они предлагают ребенку. Это абсолютно естественный интерес. Тут важно понимать, что если мы будем говорить ребенку, что глупые вопросы ты задаешь, да, ну, во-первых, мы немножечко пристыдим ребенка в этой теме, да, дадим ему знак, что у нас спрашивать бесполезно, и этот интерес уйдет в другое. Вот очень часто он уходит вот в манипуляции с половыми органами, да, интерес, который даже уже дошкольники проявляют, например, по отношению друг к другу, да, вот. И чем сильнее закрыта эта тема между взрослым и ребенком, тем более нездоровым становится этот интерес. Вот. Если ребенок воспитывается в семье, в этом возрасте у мальчиков Эдипов комплекс, у девочек комплекс Электры, это про что? Это про влечение к родителю противоположного пола, вот, и к стремлению занять место родителя своего пола, да, когда мальчики конкурируют с папой за внимание мамы, и девочки конкурируют с мамой за внимание папы. Да. Это первые слова, когда девочки начинают говорить для значимого взрослого противоположного пола мужчины о том, что я хочу там вырасти и выйти замуж за папу. Да? Мальчик говорит, что он женится на своей маме. Вот это первые признаки полуролевой идентификации, когда он начинает впервые отождествлять себя с представителем определенного пола. Вот. Ну и, соответственно, вопросы. Да? Ну и вторая стадия формирования полового различия – это подростковый возраст, когда происходит вторичная полуролевая идентификация, когда начинаются эксперименты, и очень часто взрослые этих экспериментов боятся. Ребенок начинает осознавать себя действительно представителем определенного пола, причем иногда это по-разному происходит. Он начинает задавать вопросы, касающиеся сексуальности и появления вторичных половых признаков, вопросы взаимоотношения полов. И эти вопросы, конечно, иногда вводят в тупик. Но для того, чтобы в подростковом возрасте эти вопросы нас не смущали, мы должны провести определенную подготовительную работу во взаимоотношениях с подростком. Возрастные особенности, на что стоит обратить внимание? Ну, нужно выделить таких 3 главных периода, если мы будем говорить
каким образом менять стратегию взаимодействия по этому вопросу. Да, это дошкольный возраст, когда мы говорим про это, но говорим одним способом. Это младший школьный возраст, когда мы отвечаем на вопросы ребенка. Это латентный такой период, когда сексуальное развитие не является ведущим, но это хороший такой возраст для того, чтобы подготовиться к вопросам подросткового возраста. И подростковый возраст, когда, собственно, уже предметно мы обсуждаем многие темы. Помнить, что помимо общих возрастных особенностей, да, естественно, есть индивидуальные различия. То есть нужно понимать, что у ребенка может быть не очень положительный опыт взаимодействия со взрослым, да, и модель поведения не очень адекватная, которую он может демонстрировать. Это травмы, которые могут быть сформированы как раз нарушением телесных границ. И это отдельные способы взаимодействия с такими детьми. И тут без специалиста-психолога вообще не обойтись. Вот это все нужно учитывать во взаимодействии с детьми. Ну и, естественно, личностные особенности. Уровень интеллектуального развития ребенка будет говорить о том, каким образом с ним говорить. Да? Повышенный интерес, например, у некоторых обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, но при этом недостаточное развитие для того, чтобы понимать то, о чем мы говорим. И поэтому нам нужно будет готовить материал, нам нужно будет готовить ответы на вопросы, и нужно будет готовить темы для профилактической работы, но обязательно с учетом возрастных интеллектуальных особенностей развития ребенка. Вот. Ну и отклонения в психическом развитии, да, когда мы очень структурированно выверяем то, что мы доносим. Поэтому наша информация должна быть подготовленной, она не должна быть противоречивой, поэтому работа в команде, она как раз и обеспечивает такой единый подход к объяснению того или иного феномена. На что обратить внимание в дошкольном возрасте? В дошкольном возрасте можно говорить о различиях между мужчиной и женщиной, естественно, в том числе и в телесном плане, потому что они начинают, дети, я имею в виду, да, начинают задавать вопросы о различиях телесных между мужчиной и женщиной именно в дошкольном возрасте. Да, и поэтому именно в дошкольном возрасте, причем в раннем возрасте желательно вот разделить, да, то, что видит девочка и что видит мальчик в семье. К сожалению, иногда бывает так, что в семье нарушаются такие вот правила взаимодействия между родителем противоположного пола и ребенком, когда мама достаточно долго позволяет, например, ребенку видеть, как она переодевается. Да, это недопустимо. Когда сиблинги довольно долго воспитываются, ну, развиваются, растут вместе в одной комнате, и да, нет ограничений того, что они могут видеть, чего они не могут видеть. Да, вот это вот неструктурированность границ, которые мы формируем у ребенка. И ему непонятно, до какого момента можно, до какого момента нельзя, уже некрасиво. Более того, к сожалению, бывают семьи, когда и в 10, и в 11, и в 12 лет ребенок, например, может посещать там баню с родителем противоположного пола. Или мама может до 10 лет мыть мальчика в ванной, да, что недопустимо. Вот, поэтому тут очень важно, чтобы вовремя были отслежены эти моменты, да, и обращены на них внимание. Вот. Поэтому дошкольники уже видят различия, естественно, да, и они задают вопросы, что это такое, почему есть такие различия, почему там, например, у мамы грудь, и ребенок дошкольного возраста задает эти вопросы, да, они не должны смущать, это естественные вопросы, ребенок увидел отличия, ребенок любознателен по своей природе, и он задает вопросы, для него же непонятно пока мы не наложили на эту тему табу в семье или в воспитательной организации, ребенок не понимает, что эта тема табуированная. И он задает вопросы, естественные. И вот от нашей первой реакции будет зависеть то, как мы дальше будем по этой теме с ним взаимодействовать. Если каждый раз мы падаем в обморок, краснеем, бледнеем и не знаем, что ответить, у ребенка будет определенная обратная связь по этой теме. И от этого будет зависеть то, как дальше он будет с нами взаимодействовать.
И поэтому он начинает бояться задавать какие-то вопросы. И поэтому он будет прятать то, что он увидел, какие-то картинки особые там в интернете, да, ну, потому что он не доверяет или боится причинить там вред, расстроить родителей. Это естественная его потребность. Вот. Ну и нужно прививать в дошкольном возрасте первые навыки гигиены. Это очень важно, да, насколько мы их привьем, потому что если в дошкольном возрасте навыки гигиены привиты недостаточно, то потом это сделать достаточно трудно уже происходит формирование. И самое важное, что мы можем начать формировать уже с рождения, это уважительное отношение к собственному телу. Да? Дисморфофобия возникает только тогда, то есть непринятие собственного тела, она возникает как нарушение принятия телесности своей только тогда, когда мы изначально демонстрируем, что, собственно, что-то такого, и уважать твое тело совсем не обязательно. Это и про шлепки, это и про неуважительное отношение, да, ты там моя булочка и так далее, и посмотри, у тебя там живот какой уже некрасивый, большой, и нужно заниматься. Это все приведет к низкой самооценке, к непринятию себя и своего тела, к проблемам в подростковом возрасте, которые вылезут и которые мы не сможем уже полностью, возможно, компенсировать, да, и человек во взрослом состоянии будет стремиться решать эти проблемы. И иногда взрослым кажется, что это такие безобидные высказывания. На самом деле каждое слово должно быть очень продуманным. Каждое слово отражается на поведении ребенка. Каждое слово оставляет свой след. И все то, что видит ребенок, да, оно не проходит мимо. Все оставляет след. Вот, поэтому в том или ином виде, да, наша обратная реакция, она оставляет след в душе ребенка, который будет потом отражаться в его поведении. Особая роль значимому взрослому противоположного пола. Нужно понимать, что может быть конкуренция за внимание, и при этом мы не отталкиваем ребенка, не говорим, что это такое, да, что значит жениться, вот, а про то, что, ну да, я понимаю твое желание, ты вырастешь, да, и у тебя будет там, своя девушка, вот. То есть не отрицать, не закрывать эту тему, говорить, объяснять, да, показывать ребенку, что вы готовы его слышать, что вы готовы ему говорить и что вам можно доверять. Вы не будете падать в обморок от таких вопросов и высказываний. Но при этом у вас есть четкая, уверенная, спокойная позиция. Нужно мягко обозначать границы и прививать правила взаимоотношений. Вот. Правильно реагировать на вопросы, да, ну и, естественно, наша излишняя эмоциональная реакция, она как раз и может приводить к нездоровому интересу в этой сфере. Что важно понимать? В дошкольном возрасте детям очень часто достаточно краткого ответа, без глубоких пояснений, без подробностей. То есть вот они задали конкретный вопрос, и мы дали конкретный, понятный ответ. Для того, чтобы выбрать, каким образом вы будете реагировать, да, нужно подумать, почитать книжки по этому поводу, я потом немножечко об этом расскажу. Вот. Единственное, что нужно понимать, что если ребенок не задает дополнительных вопросов, то ему, собственно, этого ответа было достаточно. Но при этом важно понимать, что современному дошкольнику рассказывать про аиста и про капусту, наверное, не очень полезно. Почему? Потому что его сверстники могут быть информированы гораздо в большей степени, чем он. То есть они могут понимать, что ребенок появляется там из животика мамы, да, могут даже знать, что у мамы есть дырочка между ног, откуда появляется ребенок. И вот ваш ребенок, который не владеет этой информацией, да, он ощущает себя среди сверстников таким вот отстающим совсем, да, и это может вызвать недоверие. Поэтому честно, но языком, который доступен ребенку. Вот. И иногда вообще там в 4 года, когда ребенок такие вопросы задает, да, можно вообще сказать, что ну как бы вот мы с папой живем, мы встретились, мы вместе живем, и потом у нас появился ты.
Вот ему, в принципе, как бы, да, в 3-4 года этого достаточно, он дальше не полезет, если и где-то что-то не зацепилось, или ваш ответ, да, не удовлетворил, или наоборот, ваша эмоциональная реакция вызвала еще больше интереса. Вот. А ребенку среднего дошкольного возраста очень важна эмоциональная реакция. То есть, если вы там, какие вопросы ты задаешь, да, ну, то, естественно, вот эта эмоциональная реакция может спровоцировать его повышенный интерес. Вот, поэтому спокойно готовимся к этим вопросам и ответам. Да. Педагоги могут точно так же готовиться к тому, что дети могут задавать такие вопросы. Они нормальны для их возраста, это значит, что ребенок наблюдательный, он внимательный, он интересующийся. Это нормальное развитие, мы просто должны быть готовы к таким вопросам. Младший школьный возраст. На что обратить внимание здесь? В младшем школьном возрасте уже важно говорить, конечно, о гендерной принадлежности, то есть о гендере, о социальных ролях, о роли мужчины и женщины в обществе в целом, да, о роли мужчины и женщины в семье, о каких-то таких вот социальных ролях мамы, бабушки, да, женщина, которая работает, то есть вот об этом в целом уже можно говорить. Отвечать на вопросы о первой влюбленности, которая, естественно, там появляется у некоторых детей, между прочим, еще в дошкольном возрасте. Вот. Но в школе-то точно появляются влюбленности, и именно поэтому важно отвечать правильно на вопросы о взаимоотношениях мальчиков и девочек. Чтобы ребенок не замкнулся, ни в коем случае нельзя смеяться над чувствами ребенка и говорить, что ты еще мало, какие-то вопросы задаешь. Ну, то есть подумаешь, там влюбился, у тебя еще, вот как часто любят говорить взрослые, у тебя еще там 100 таких влюбленностей. И мы в этот момент обесценили все чувства ребенка. В следующий раз он вряд ли к нам подойдет рассказывать об этом, и вряд ли он будет с нами эту тему глубоко обсуждать. Сколько бы ему ни было лет, там 8 лет, когда он пришел и сказал, что ему нравится девочка, например, мальчик, да, пришел рассказывать, что ему нравится девочка в классе, он не знает, как ей рассказать об этом, он не знает, как взаимодействовать, он не знает, как завоевать ее внимание и так далее, да. Вот, то есть наша задача максимально серьезно отреагировать на то, что происходит, и показать, что его чувства, они важны. Они имеют место быть. Это нормально. И желательно бы продумать с ним варианты, а как действительно обратить внимание этой девочки. А как действительно понять, что это влюбленность, например, да, что это дружба и так далее. Чем отличаются взаимоотношения, как реагировать в той или иной ситуации. Вот. Поэтому ваша обратная реакция и ваша заинтересованность, она позволит ребенку понять, что вы именно тот взрослый, которому не все равно на него. И к которому можно подойти в следующий раз. Формировать адекватное позитивное отношение к врачам. Вот это очень важно. Взрослые еще не все адекватно реагируют на андролога, гинеколога, сексолога, тем более, вот, сексопатолога. Вот. Но наша задача максимально адекватное отношение сформировать у ребенка, да, максимально уважительное отношение к врачам этих профессий. Ну, говорить, что пока он не что это является естественной заботой о себе и о своем теле. Да? И вот врачи этой специальности, они осуществляют заботу о нас. И это очень важно, заботиться о себе. И именно эти специалисты, да, могут продемонстрировать такое отношение. Вот. Стеснение, стыд при посещении таких врачей, к сожалению, бывает, оно без поддержки значимых взрослых может привести к низкой самооценке и к неуважению собственному телу. Вот. Поэтому желательно для детей, которые посещают таких врачей, желательно осуществлять это в сопровождении взрослых, которые будут поддерживать и будут говорить, что это важно. Да, что ничего страшного в этом нет, да, что это правильно, что это допустимо, что это нормально, это не насилие,
Да, то есть, когда ребенок сопротивляется, например, по ходу к врачу такому, и мы его заставляем через силу, задача, конечно, поговорить об этом с ребенком в первую очередь, объяснить, зачем это нужно, что это дает, научить его задавать правильно вопросы и рассказывать об этом после. Вот. В этом возрасте должны быть привиты обязательно навыки ухода за своим телом, заботы о себе, готовность задавать вопросы открыто. Вот еще раз повторюсь, да? Вот. Тут очень важно научить ребенка воспринимать специалистов таких как естественную систему ухода за собой. Да, то есть мы же ходим там, я не знаю, к стоматологу, да, и желательно ходить именно для профилактики заболеваний, которые могут возникнуть. И поэтому мы точно так же ходим, например, к гинекологу, да, который может обратить наше внимание на что-то, может рассказать, может ответить на наши вопросы, может обозначить индивидуальные особенности, которые нужно будет учитывать. Вот, поэтому наше отношение взрослых к таким специалистам, оно, конечно, проецируется и на отношение к детям. Вот, поэтому особенно медосмотры уже там с 10 лет, например, дети воспринимают довольно так трудно и требует это особой подготовки. То есть если мы демонстрируем, что ничего там, нечего там уважать, и какая разница, все там хором раздеваются, что ты там переживаешь, но, к сожалению, это да, не очень позитивная такая практика, которую мы используем. Вот. Нужно максимально чувствительно относиться к тому, что пытается нам донести ребенок, да, относительно своего тела. И нужно максимально проговорить, что вы понимаете его чувства, и вы готовы идти ему навстречу. Вот. И если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, пишите, тогда мы можем конкретные кейсы обсудить, конкретные ситуации. Вот. Ну и самый такой трудный возраст, не в целом трудный возраст, да, тоже зависит от многих факторов, но вот возраст, когда трудно об этом говорить, если не было проведено достаточной подготовительной работы. И если уже у ребенка сформировались определенные отношения с вами, то есть, например, отсутствие доверительных отношений и страх задавать вам подобные вопросы, или уже определенные искаженные представления о взаимоотношениях полов. Вот тогда с подростком будет трудно говорить, потому что если раньше он доверял нам полностью, ребенок до подросткового возраста, считал, что взрослые знают, о чем говорят, да, доверял, смотрел в рот, то в подростковом возрасте он воспринимает все через призму своих недоверительных отношений, через призму своей критичности, вот, все взвешивает, все проверяет, перезадает много раз вопросы, и поэтому здесь уже будет гораздо труднее донести ту полезную информацию, которая у вас есть. Но это делать нужно. Поэтому тоже подготовительная работа определенная должна быть проведена. В подростковом возрасте гендерные различия уходят на второй план. Легче было о гендерных различиях говорить в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте дети редко обращают внимание на различия между мужчинами и женщинами. Это одежда, которая становится унисекс, оверсайз. И это высказывание о том, что какая разница. Подумаешь, это девочка, зачем перед ней дверь открывать? В чем разница между девочкой и мальчиком? И так далее. То есть вот если до этого такой серьезной подготовительной работы не было проведено, и у ребенка не сформированы какие-то правила, четкие понятия о том, каким образом мы в обществе к этому относимся, все равно половой диморфизм, он существует, его никуда не уберешь. Да, поэтому то, что там мальчики более агрессивны, более соревновательны в каком-то аспекте, это абсолютно нормально. И то, что девочки могут быть более чувствительны в большинстве своем, да, и то, что физически мальчишки сильнее, и поэтому от их помощи можно не отказываться, это нужно было раньше сформировать. Сейчас это все будет подвергаться сомнению, и сейчас, да, тут уже будут реагировать по-другому. Конечно, в подростковом возрасте, даже если мы провели подготовительную работу, могут быть обесценивающие высказывания. И может ребенок, на определенное время какое-то обесценить все эти высказывания, которые принимал раньше на веру. Но если работа подготовительная проведена, то какая-то опора есть, и он на это может опереться. И потихонечку надстраивать свои новые формирующиеся принципы.
свое мировоззрение. Вот. Поэтому нужно обратить внимание и не пугаться, что теперь, например, он там перестал выделять мужские и женские профессии, да, ну, тоже, конечно, вызывает вопрос, некоторые наши гендерные стереотипы действительно уже устарели, и поэтому нужно обсуждать с ребенком то, что происходит, да, высказывать свою точку зрения, при этом не умаляя его точки зрения. При одном и том же календарном возрасте разные подростки могут находиться на разных стадиях физиологической и психосексуальной зрелости, да, поэтому нам нужно понимать, что где-то какой-то ребенок уже перерос, кто-то еще не дорос, да, то есть индивидуальные такие особенности, которые передаются генетически. Вот, отличия между мальчиками и девочками, когда девочки чуть раньше созревают, и вторичные половые признаки появляются, может быть, чуть-чуть раньше, да, у кого-то. Вот. Поэтому нужно учитывать это. Повторюсь, что запугивание и табуирование тем сексуальности вызывает интерес, и тут у подростков это будет вызывать еще больше интерес и еще больше нездорового интереса. Вот. И самое важное, что у подростка, если эта тема табуирована с вами в общении, то у подростка мы вообще не узнаем, каким образом он эту информацию получает. Да? Если с нами у него нет доверительных отношений, то мы, скорее всего, и не узнаем, с кем он об этом говорит, как он об этом думает, где он получает об этом информацию и так далее. То есть если раньше еще дети все-таки в силу вот этой оценки взрослого несколько иначе, да, нам рассказывали все-таки, где-то можно было что-то узнать, где-то просто более мудро себя повести, да, то с подростками тут гораздо сложнее. И мы можем вообще не узнать о том, что он видел, что он знает, как он это себе представляет и так далее. Про презервативы, да, многие родители спрашивают, нужно ли говорить про презервативы. Нужно. Это естественный способ защиты и сохранения своего здоровья, и поэтому то, что они есть, дети знают и без нас. Наша задача просто объяснить, что да, оно есть. И если, ну, не просто так вот мы мимо шли там и рассказываем об этом, да, а если возникает такая тема, мы подготовились к ней, рассказываем, да, то мы обязательно говорим о том, что ну да, это есть, это нормально, да. Для чего это нужно? Если задают вопросы, то мы обязаны на них ответить. Про физиологические особенности организма обязательно в подростковом возрасте, тем более, говорить нужно. Это и про вторичные половые признаки, как нормальное явление. Иногда приходят девочки-подростки на прием, которые совсем еще не разобрались с тем, что же такое менструация. И понимаете, да, то есть желательно бы об этом говорил значимый взрослый, который рядом с ребенком находится в большей степени, а про то, что это нормально абсолютно. И это говорит о том, что организм растет, развивается, это задумано природой, это необходимо. И это не страшно, и уж тем более это не стыдно. Вот очень много связанного со страхами и со стыдом при появлении вторичных половых признаков связано. Вот. И очень часто это страх и стыд второстепенные такие проявления, то есть они не появились у ребенка, они появились у взрослого. И взрослый пугается, что в этот момент делать, что говорить и куда бежать с ребенком. И вот у ребенка они уже как такие вот вторичные страхи и тревоги появляются в зависимости от поведения взрослого. Желательно, конечно, это должен сделать специалист, который правильно преподносит информацию, что такое правильно, да, который говорит о том, что забота о себе включает бережное отношение к самим себе и бережное отношение мальчиков к девочкам, например, да. Использование там презервативов – это бережное отношение, это забота. У многих детей действительно ранняя психосексуальная зрелость и ранний интерес, и тут нужно учитывать еще индивидуальный жизненный путь. И если асоциальное поведение является, к сожалению, нормой для некоторых подростков, которые из асоциальных семей имеют асоциальное окружение, легко подпадают под влияние, да, и мы понимаем, что у них уже могут быть сексуальные отношения, да, наша задача в этот момент не говорить о том, что
этого делать нельзя. Ну, мы, конечно, говорим о том, что это не очень полезно для организма, и объясняем, почему мы так считаем. Но при этом мы должны говорить о том, что можно сделать для того, чтобы максимально себя обезопасить. Много полезной информации, очень хорошие рекомендации. Можно будет скачать видео этого вебинара. Хотим использовать в работе с родителями. Да, спасибо за обратную связь. Да, я думаю, что можно будет скачать. Ну, там не нужно даже скачивать. Видео размещается на сайте, наверное, Криро. Да, то есть на ресурсе можно будет посмотреть. Все видео вебинаров там есть. Вот. Ну и следующее – это то, что любовь имеет важнейшее значение в жизни подростка. Поэтому к разговорам о любви, о влюбленности первой нужно относиться очень серьезно. И мы можем обидеть случайным словом, которое совсем не хотели, да, вот. Но в этот момент, еще раз повторюсь, нужно четко осознавать каждое произнесенное нами слово. Оно оставляет след. И подростка обидеть очень легко. При этом он может не реагировать как бы так, что закрылся и ушел, а иногда очень агрессивно может же реагировать. Вот. Поэтому тут мы просто должны думать о том, что мы произносим. Следующее. Вот. Некоторые родители, некоторые педагоги говорят о том, что раннее обсуждение может спровоцировать интерес. Давайте будем честными. Ребенок, особенно в современном мире, ну правда, он знает гораздо больше, чем мы себе можем нафантазировать. Да? И если мы боимся говорить об этом, это не значит, что ребенок об этом не узнает. Если мы об этом говорим как о заботе о себе, как об отношениях нормальных между мужчиной и женщиной, и о том, что эти отношения – это нормально, да? Это не значит, что мы его спровоцируем на что-то. Наша задача – донести эту информацию с целью научить заботиться о себе, научить уважительно относиться к своему телу, уважительно относиться к самим себе. И вот тогда у него не будет стремления там, вступать в ранние половые связи, да, потому что он будет понимать, что его тело, оно значимо, к нему нужно относиться уважительно. А если я себя уважаю, я не позволю кому-то другому относиться ко мне иначе. Вот что мы должны сформировать: опору и уверенность в себе. Вот это очень важный момент. Поэтому своевременный, откровенный разговор, основанный на доверии, лучшая защита от рискованного поведения. Да? Если мы избегаем разговаривать с ребенком о половых отношениях, тем более ругаем его, если он задает неудобные вопросы, то мы ему даем понять, что секс сам по себе – это запретное и постыдное. Чего мы делаем? Да? Мы воспитываем напуганных, неуверенных в себе людей, которые, два варианта. Либо он всегда этой темы будет избегать, стыдиться и, там, я не знаю, заниматься сексом только в темноте, чтобы никто не видел, потому что это что-то стыдное и страшное, закрывать глаза от страха. Вот. Но это не значит, что он этим заниматься не будет. Он просто будет себя винить в этом, да, и это еще ухудшит его самочувствие. Вот. Либо наоборот, да, пуститься во все тяжкие, как только не будет контроля взрослого. То есть, к чему мы хотим привести ребенка. На какие правила нужно обратить внимание, выстраивая разговор? На честность. Если можете, да, тогда вы объясняете понятным, доступным языком. Если вы не знаете, как ответить, тогда вот честнее сказать, что я пока не знаю, как ответить на этот вопрос. Давай я подготовлюсь, мы с тобой эту тему обсудим. Давай мы поговорим об этом, там, например, я не знаю, завтра, да, я видела такую замечательную книжку, которую которую ты можешь вместе со мной посмотреть, там, почитать, или вы для себя там эту книжку почитаете и не дадите ребенку, потому что некоторые книжки, они, не все книжки можно показывать детям, да, и не все книжки будут полезны, вот. То есть взрослому нужно достаточно критично относиться к тому, какой контент он предлагает своему ребенку. Вот. Поэтому нужно взять тайм-аут в этом случае и сказать, что я пока не знаю, как ответить. Вот. И поэтому мы с тобой поговорим. Да? Я поняла, что это тебе интересно. Да? И не обращать яркого эмоционального внимания, не падать в обморок, а подготовиться просто.
Вот. Уважительно говорить об этом. Ребенок имеет право задавать вопросы взрослому. Вот это нужно взять на вооружение. Да? Взрослый-то рядом с ребенком с какой целью тогда нужен, если он ничему его не может научить? Да, он нужен как раз, чтобы научить, чтобы передать опыт, чтобы рассказать, чтобы ответить на вопросы. И поэтому наша задача, чтобы он приходил с вопросами к нам. А для этого мы должны постараться так сделать. Вот. И поэтому задача взрослых сделать так, чтобы ребенок не испытывал смущения, не испытывал страха, задавая вопросы в взаимоотношениях между полами. Иначе он будет испытывать страх и смущение, и перед тем, как поговорить, например, с мальчиком противоположного пола, да, девочка будет смущаться и так и не задаст вопросы, которые ее очень сильно волнуют. Но если у нее сформирован страх, например, да, то она не задаст вопросы и не позволит заботиться о себе. Да? И это отношение мы формируем. Вот эту вот открытость и готовность открыто обсуждать мы формируем, как взрослые. Поэтому важно, конечно, давать ему понять, что это не стыдно, это нормальная часть нашей жизни. Достоверная информация. Всю информацию, которую мы даем подростку, ребенку маленькому, неважно сколько ему там лет, да, или младшему школьнику, она должна быть достоверная. Она может быть понятной и простой, там, например, для ребенка-дошкольника, но она должна быть достоверной. Вот на что следует обратить внимание. Потому что если мы даем недостоверную информацию, это сигнал к тому, что нам можно не доверять. Не пугать, и это очень важно. Желание напугать может быть вызвано страхами и неуверенностью самого взрослого. Вот, проблемами в отношениях с противоположным полом у нас самих. То есть все те страхи, которые у нас существуют, они актуализируются у нас, когда подросток задает такие вопросы, когда ребенок задает такие вопросы. Да, и если у нас с этим связано много тревоги, и у нас у самих есть проблемы в этих отношениях, тогда мы будем проецировать это на разговор с ребенком, да, и сами боимся, и его будем пугать. То есть мы сами в этой теме не открыты, она для нас не проработана, и непонятно, как говорить о сексе. Иногда приходят родители, которым 40 лет, и которые называют это вот это, а можем мы проговорить про это, да, вот про что про это. То есть если у вас у самих такое отношение к этому, и вы не знаете, где вот та грань, когда можно открыто говорить, да, и где та грань, которая только доверительно можно обсуждать, вот, то вам трудно будет научить этому воспитанника или ребенка своего. Ну и, конечно, помнить о том, что слова тоже ранят. Многие, вот, к сожалению, многие взрослые женщины, когда мы говорим, почему они не могут произнести слово «секс» на консультации, да, они рассказывают о своем плачевном детском опыте, да, о том, как их стыдили родители, если, например, они задавали вопросы об отношениях. Стыдили родителей, если увидели, что они за ручку с кем-то держатся. Или, не дай бог, тем более поцеловались где-то. Вот. Ну и, конечно, у многих взрослых уже сегодня людей есть опыт такого унизительного отношения, да, при появлении вторичных половых признаков, что это грязно, что это нехорошо. И это еще культуральные особенности, да, когда у нас есть такие семьи, где там считается, что менструация это грязно, это постыдно, и в этот момент там нужно себе там запрещать что-то, и женщина, поскольку у нее это есть, это, ну, как бы, да, в этот момент она нечистая, и, ну, то есть много связано с этим. И поэтому, когда мы работаем с семьей, наша задача учитывать еще и вот эти вот культурные особенности, тот менталитет, с которым живет семья. И наша задача ни в коем случае не рассказывать о том, что уже современность и нужно говорить открыто. Наша задача, да, постараться смягчить тот вред, который может нанести родитель ребенку. Рассказывая о чем-то, да, мы должны учитывать, как к этому относится семья. И говорить, что, безусловно, интерес все равно будет. Все, что мы можем сделать, это максимально доступно, понятно донести до ребенка ту информацию, которую мы хотим, чтобы она у него была. Вот. Но не критиковать, не стигматизировать ни в коем случае семьи, для которых эта тема табуирована. Ну, тогда мы ничем не отличаемся, собственно, от них.
Вот. Наша цель, да, вот врач Айгуль Садыкова говорит о том, что цель беседы с подростком заключается в чем? Объяснить, что секс – это неотъемлемая часть человеческого существования. Он является естественной потребностью, не только для мужчин, для женщин естественной потребностью. И вот это вот иногда наши высказывания, да, проецирование, что это мужчинам надо, а женщинам не надо, ну как-то оно ведь правда неправильное. Давайте как бы честными будем. Другое дело, да, что вступление в сексуальные отношения слишком рано может иметь неприятные последствия. Именно поэтому, да, мы говорим, что всему свое время. Девушки, юноши должны понимать, что у женщины особая миссия. Юноши тем более должны понимать, что у женщины особая миссия. Она готовится стать матерью. Ее организм готовится к вынашиванию беременности. И поэтому есть определенные законы, по которым организм развивается. От того, как она будет относиться к своему телу, будет зависеть не только здоровье, ее здоровье, которое имеет первостепенное значение, да, но и здоровье ее детей. Но, естественно, понимать, что да, интимная жизнь – это не только цель деторождения, да, это целый пласт взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Вот. Естественно, он не выставляется на всеобщее обозрение, но он существует. И это гармоничные отношения, да, взрослых мужчины и женщины. И поэтому интимные отношения должны нести в себе взаимное уважение, радость, удовольствие. Да. И кому, как не нам, об этом рассказывать, взрослым. Говорить о том, что взаимоотношения между мужчиной и женщиной – это целый пласт вообще всех взаимоотношений, да? Вот. И в том числе и сексуальности. Вот. Естественно, всему свое время. Да? И юноша должен уважительно относиться к девушке и показывать свою заботу конкретными действиями, конкретными словами, которые он допускает или не допускает в ее отношении. Да, вот на это обращать внимание. Помнить, что вот цель всей нашей профилактической работы – это дать ребенку опору, дать понимание того, что его тело важно, значимо, и что любые отношения, они построены на взаимоуважении. Вот. И если мальчик, да, уважительно к тебе относится, да, как он это демонстрирует в действиях, да, вот, то есть наша задача именно сформировать такую опору и убежденность на всю последующую жизнь. Возможно, конечно, привлечь к этому специалистов, которые говорят об этом открыто, спокойно, без всякого смущения отвечают на вопросы подростка или юноши, девушки. Да, то есть это может быть психолог-сексолог, например, как вариант. Вот. Но можно проводить беседы со специалистами, которые в этой сфере ежедневно работают. Да. Это для старших подростков. Вот. Отличать важно еще самим взрослым решить эти вопросы для себя, чтобы не смущаться или не раздражаться. Вот иногда, конечно, такие вопросы могут вызывать раздражение. И вот в этот момент нужно пронаблюдать за собой, да, что происходит со мной и почему это происходит. Это очень важная вещь. Да. Ну и отличать половое поведение от агрессии старших в отношении младших как способа воспитания. Вот, хотелось отметить, что в закрытых учреждениях, если у старших подростков есть какие-то возможности в установлении дисциплины и воспитании младших подростков, нужно отличать вот агрессию, да, которая может переходить границы от, собственно, самого воспитания. И наши иногда вот потакание взрослых, да, оно может привести в том числе к каким-то искажениям. Да. Я потом порекомендую книжку, которую можно почитать, и там есть огромный пласт культуральных особенностей формирования отношений между старшими и младшими в закрытых учреждениях, в том числе в пенитенциарной системе и в системе там училищ закрытых, армий и так далее. Вот. И на это нужно обращать особое внимание. То есть вот тут вот очень тесная связь, когда эта тема имеет
насильственно-агрессивное выражение. Вот. И об этом тоже нужно говорить со специалистом, с психологом вашей образовательной организации или любого воспитательного учреждения, да, о том, каким образом избежать вот этого влияния. Ну, что следует понимать, что все равно половой диморфизм существует, то есть причинно-следственные связи связаны именно с полом, как физиологической особенностью человека. Это существует. И здесь я приведу исследования, которыми делится Игорь Семенович Кон, в частности о том, что мальчики все равно отличаются от девочек. Не только по внешним признакам, да, но и особенностью протекания внутренних процессов. И это уже не про то, что мы предполагаем умозрительно, что вроде как есть такие отличия, да, в обществе, вот, но и про то, что они действительно есть, они исследованы, и мы можем с результатами этих исследований познакомиться и использовать при планировании своей деятельности воспитательной в работе с детьми. Ну, о чем можно сказать? О том, что головной мозг достигает пикового объема у девочек раньше, чем у мальчиков, да, и вообще в целом, да, происходит именно поэтому и работа гормональной системы специфически у девочек и у мальчиков, вот, и поэтому реакция разная у девочек и у мальчиков, и процессы созревания тоже протекают по-разному. Ну и эмоциональная сфера под влиянием гормонов созревает раньше. При этом, да, на что всегда я обращаю внимание, на то, что контрольная сфера не всегда успевает сформироваться к этому моменту. То есть гормоны начинают выделяться, да, а вторичные половые признаки формируются, эмоции становятся яркими, а контроль еще не сформирован. Да, это про то, что в подростковом возрасте те отделы головного мозга, которые отвечают за планирование, за самоконтроль, за понимание последствий своего поведения, они только-только формируются, в том числе под влиянием взрослых. Мы их учим сейчас, да, контролировать, дисциплинировать себя, помогаем им понять, какие причинно-следственные связи нужно уметь выстраивать, что сегодняшнее поведение, оно связано с поведением в будущем. Да? Мы учим понимать, что ежедневный наш выбор, он приводит к определенным последствиям. Это, конечно, иллюзия, что мы можем повлиять на выбор, особенно выбор подростка. Наша задача отстоять вот эту доверительность отношений, когда его выбор будет опираться на те принципы, которые мы ему транслировали ранее. Вот если он к нему уважительно относится, то, естественно, он будет опираться на это. Но, тем не менее, мы можем создать условия, когда ему захочется выстраивать эти причинно-следственные связи и делать свой выбор осознанно. Есть условия, которые мы создали, он будет это делать. Да? Если нет условий, тогда, к сожалению, это может быть ситуативный, ну вот поведение подростков, оно очень часто, кстати, отличается ситуативностью, да, потому что он сегодняшний день никаким образом не связывается со своим завтрашним днем. Вот. И это то, чему нужно его научить. И ответственность именно то, что мы ну, еще с дошкольного возраста начинаем передавать. И если мы вовремя передаем ответственность за свое поведение ребенку, то это в том числе и будет положительно отражаться на его половом поведении. Профилактика ранней беременности и заражения инфекциями, передающимися половым путем. Вот, собственно, все это было, да, для того, чтобы качественно, профессионально, предметно, с качественной подготовкой, да, была осуществлена именно та профилактическая работа, которую мы осуществляем. Вот, поэтому доверительные отношения, которые у нас сложились с подростком, они являются залогом успешной профилактической деятельности. О чем можно говорить? Можно говорить о механизмах заражения, о профилактике и лечения заболеваний, передающихся половым путем. Лучше всего, конечно, об этом будет рассказывать специалист на приеме, к которому нужно вовремя сходить, причем в самом начале подростничества, чтобы те вторичные половые признаки, которые начинают формироваться у подростка, не вызвали страха, да, потому что первая менструация в 90% случаев у девочки вызывает страх. Вот. Наша задача подготовить
да, почву, поговорить об этом с ребенком заранее и со специалистами познакомить ребенка заранее. Вот, и желательно, конечно, эти вопросы обсуждать со специалистами для того, чтобы взаимодействие с ними не воспринималось как нарушение телесных границ. Сотрудничество со специалистами женских консультаций, это касается там, например, образовательных организаций, воспитательных учреждений. Сотрудничество со специалистами женских консультаций, да, в том плане, что они могут рассказать об этом более конкретно, более предметно, ну и, естественно, да, тоже обсуждать вопросы того, что наша задача не запугать последствиями. Вот. Мы только что говорили о том, что, да, чтобы запугать последствиями, ребенок должен понимать, что его сегодняшние действия, да, оно как-то связано с этим последствием. Вот, а он не всегда это понимает. Вот, а именно про то, что наше отношение, да, к себе – это залог уверенности и успешной будущей жизни. Вот. Очень часто мы со специалистами сотрудничаем в этом плане, да, каким образом? Разговор выстраиваем с опорой на какие-то истории, на какие-то сказки, фильмы и так далее. Да? Причем, ну, с маленьким ребенком понятно, как сказка работает, но и со взрослыми, со студентами, там, со старшими подростками это тоже происходит с опорой на какие-то истории, фильмы, которые мы посмотрели. Да? Замечательный материал, чтобы обсуждать женско-мужские взаимоотношения. Вот. То есть мы задаем вопросы, а для того, чтобы задавать такие вопросы, у нас до этого должны быть сформированы такие отношения. Вот. Как ты думаешь, такое отношение к девушке говорит о заботе о ней? Да? Ну, то есть вот вроде бы как бы мы просто говорим о героях, да? Почему так он к ней относится, да? Это нормально вообще так относиться, как ты думаешь? Вообще, каково твое мнение? Вот, и не падать в обморок, если он скажет, что ну это вообще нормально, что он ее послал, да? Ну вот ты думаешь так, да. И я думаю, что, наверное, можно решить вопрос иначе. Вот, приятно ли будет твоей девушке, да, и тогда что мы можем сказать о девушке, которой приятно, что ее там послали, например, или как грубо отозвались о ее теле. То есть вот мы очень мягко заходим в сферу влияния, но при этом, да, мы понимаем, что проконтролировать поведение, да, на 100%, да, даже на 50% там, мы не можем. Мы можем просто аккуратно влиять. Ну, вот это вот особое, да, когда мы на наших тренингах, например, отрабатываем с родителями, каким образом вот организовать такое влияние, когда ты включаешься, но при этом у подростка не возникает ощущения, что ты давишь. Вот это нужно сформировать, конечно. Вот. Можем задавать вопрос, чем рискованно такое поведение, как бы ты поступил на его месте и так далее. То есть, ну, в зависимости от контекста, да, мы выбираем те вопросы, которые задаем. Вот. Есть замечательная сказка, мне нравится специалист, который здесь в женской консультации города Сыктывкара выходит и рассказывает в Центре планирования семьи, точнее, да, вот, рассказывает о схеме распространения инфекций, передающихся половым путем, на примере сказки. Да, то есть вот два человека познакомились, у них зародилась новая история, своя прекрасная история отношений мужчины и женщины. Но вот ей страшно было рассказать о том, какой опыт был у нее до него. И вот этот страх не позволил честно, да, обсудить все до отношений близких, сексуальных, и что было дальше. Вот. И то, каким образом один зараженный человек, который боится рассказать, да, вот, например, о ВИЧ, и не знает, куда идти за помощью, неинформированный, да, может распространить заболевание. Вот. На самом деле это страшно. И поэтому об этом мы говорим. Да. Мы максимально предоставляем информацию для того, чтобы человек мог воспользоваться. И он понимал, что с такими вопросами к нам подойти не страшно. Вот смелость в задавании неудобных вопросов и желание позаботиться о себе – это вообще основа профилактики всей. Да? Наша задача – научить задавать вопросы. На что будем опираться, да, в работе? Игорь Семенович Кон, не только эта книга, но вот в этой книге очень важно, да, несмотря на то, что она называется «Мальчик, отец мужчины», здесь есть пункты, касающиеся именно гендерных различий между мальчиками и девочками. Вот.
Здесь представлены результаты исследований. Здесь говорится о том, почему эта тема табуирована во многих культурах, да, к чему это приводит, а как рассказать, а какие моменты нужно знать для себя, для того, чтобы формировать грамотную профилактическую работу, педагогику, да, это вот скорее про педагогику. Вот. Поэтому эту книжку рекомендую для взрослых, для самих себя. Вот. Книжка «Мальчики и девочки. Два разных мира». Да? Вот. Ну, в целом, как бы, книжка полезна именно для родителей. Да? То есть людей не... и книжка Игоря Семеновича Куна, она тоже, в принципе, да, доступна не только специалистам, она доступна родителям по содержанию. Вот. Поэтому мы можем рекомендовать для прочтения. А можем прочитать сами и уже рассказать те заключения, какие-то выводы, которые нам позволили сделать эти тексты. Вот. Книги об отношениях мальчиков и девочек, о первой влюбленности и прочее, да, можно использовать, но тут важно тестировать. Мы всегда должны проверять то, что мы рекомендуем. Поэтому я не стала рекомендовать отдельные какие-то книги о сексуальности. Там есть книжки «Как я появился на свет» и так далее, да, откуда дети появляются, поговорим об этом. Вот, то есть много книг для родителей, чтобы они использовали их в общении с ребенком. Но очень важно, каждый родитель должен критично относиться к тому, что читает. Поэтому перед тем, как мы читаем это с ребенком, мы должны прочитать сами, понять, какие вещи нас задевают самих. И если это нас сильно задевает, то нужно эти вещи проработать просто. Вот. Цель чтения и совместного просмотра – это обсуждение. Да? Мы не просто что-то рекомендуем читать или смотреть. Наша задача, чтобы это вышло в какую-то действительно качественную профилактическую работу. И для того, чтобы закладывать правильные отношения и доверие. Так, все, собственно. Об этом я хотела сегодня рассказать, поговорить. И вы имеете возможность сейчас задать вопросы. Мы немножечко вышли за регламент. Вот. Вы можете задать вопросы, я подожду, да, обратную связь, насколько это полезно, есть ли какие-то еще вопросы. Я понимаю, что запаздывает чат, и поэтому подожду минутку вашей обратной связи. Спасибо огромное. Вам спасибо, да, за то, что вы слушаете и хотите понимать, и хотите использовать, и хотите, ну, наверное, да, услышать разные мнения для того, чтобы выстраивать свою собственную деятельность. Угу. Угу. Хорошо, тогда мы будем завершать. Да, я вижу, что, ну, если было интересно, я рада. Будем завершать. Угу. Да, будем сотрудничать и работать. Вообще работа с подростками очень интересна, и работа с семьей. Всего доброго, удачи вам, да, и успехов в вашей деятельности педагогической.